Депутат Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Джапарова. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Нардеп надел толстовку с надписью, которая переводится как «Глазами я слеп, но душа у меня не слепая». Он указал, что это ответ главе государства. Отметим, ранее с личного аккаунта главы государства в Facebook был опубликован оскорбительный комментарий в адрес депутата Джорку Кенеша Дастана Бекешева. Комментарий оставлен под публикацией СМИ с выступлением Дастана Бекешева о поспешности назначения референдума по принятию нового проекта Конституции. Комментируя инцидент, пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек заявила, что страница Садыра Джапарова в Facebook взломана, и президент не имеет никакого отношения к оскорбительным высказываниям в отношении нардепа. По новому проекту Конституции получается, что у нас президент будет даже решать, кто будет судьей, кто какие будут судебные решения выносить. А вы знаете, что в любом правовом государстве, если судьи зависимы, то никто не поверит этому государству. Я прочитал проект Конституции, я против этой Конституции. Почему? Потому что эта Конституция тупиковая. Вы увидите, если вдруг она будет принята, то все равно мы будем ее менять. Это большой груз для самого президента. Он слишком много на себя берет. Он не может отвечать за все в этой стране. И его друзья, его окружение, генеральный прокурор, прописали себе монстрские полномочия, которые позволят ему и сажать, и инициировать законопроекты даже. И я думаю, что такое допускать нельзя. Нельзя допускать и то, что в одном месте в Конституции пишется, что цензура недопустима, а в другом месте пишется, что будет закон специальный, который будет предусматривать ограничения в свободе слова. Это абсолютно противоречащий документ. Может быть написано в одном месте так, а в другом месте по-другому. И я думаю, что Конституцию в таком виде принимать нельзя. Это еще сырой документ. Но если вдруг так получится, что ее все-таки примут, эту Конституцию, я думаю, что тогда мы ее обязаны будем быстро поменять. Если говорить непосредственно о противоречиях в этой Конституции, говорится, что президент будет отвечать за все и будет возглавлять исполнительную ветвь власти. Но тогда почему в этой же статье, в другой части, пишется, что если Джогорку Кенеш принимает, точнее не удовлетворяет бюджет, отчет об исполнении бюджета, то в этом случае уже несет ответственность не президент, а председатель кабинета министров. Видите, вот таких норм там достаточно много. Очень сложно привлечь к ответственности самого президента, если он совершит преступление, потому что он будет назначать судей, он же продвигает генерального прокурора. И кроме как очередной революции, сложно будет президента убрать с его должности, даже если он совершит тяжкое преступление.